Хочу возразить Тарасу в отношении стоимости ГТС. Наша сторона ее оценивает как на сегодняшний день стоимость. Да, россияне наверняка оценивают в краткосрочной перспективе строительство Южного потока. Когда он будет закончен, то цена украинской ГТС будет не 4 миллиарда, может быть 4 миллиона. Там, я не знаю, сколько стоит металлолом. Поэтому они наверняка исходят из этого. Поэтому тут абсолютно правильно, тут абсолютно прагматичный подход. Мы можем хотеть сколько угодно, и 100 миллиардов. Но как только Северный поток запущен, будет запущена вторая ветка, как только будет запущен Южный поток, мы можем медленно сворачивать. Именно поэтому, Игорь, украинское правительство и привлекает независимого оценщика, который будет представлять сторону, удовлетворяющую в равной мере и «Нафтогаз Украины», и «Газпром». И мы говорим о том, что есть заявочная цена со стороны «Нафтогаза», есть цена «Газпрома». Я не говорю, что каждая из них является оправданной. Я называю только цифры. На самом деле, когда будет привлечена третья сторона, которой будет доверять и российская, и украинская, я думаю, что вот на эту цену нужно в любом случае ориентироваться. По большому счету, я не оспариваю идею относительно того, что украинская ГТС является ценностью в первую очередь для самой Украины. Понятно, что Россия, уже закончив строительство Северного потока, в перспективе разрабатывая Южный поток, может обойти. Но ценность украинской ГТС как раз таки заключается в газовых хранилищах, которые особенно в зимнее время позволяют закачивать огромное количество газа. И кроме этого, мы прекрасно понимаем, что украинская ГТС требует достаточно больших вложений в свою реконструкцию. На сегодняшний день эта цена, это оценка Европейской комиссии, модернизация украинской ГТС составляет порядка 650 миллионов евро. Безусловно, сама Украина не в состоянии такие деньги привлечь, это понятно. И нормальный процесс, если бы Украина согласилась на создание консорциума с участием России, но и обязательно Европейского Союза, потому что в таком случае этот консорциум теряет смысл без Европейского Союза. И мы, как патриоты своей страны, мы не можем, правда, говорить о том, что мы должны отдать большую часть «Газпрому», а себе оставить малую. Как минимум, Украина должна обладать большим пакетом, на уровне 40 минимум процентов, а остальные уже могут распределить в равной пропорции между собой россияне и европейцы. Знаете, Тарас, история с ГТС мне напоминает историю, как девушка все ищет себе жениха, в конце концов умрет девственницей. Понимаете? Потому что с каждым днем стоимость нашей ГТС падает. Мы можем искать оценщиков, можем очень много делать. Европа обещала, что Северный поток запущен не будет Украине. Что в итоге получилось? Запустили и плюнули на интересы Украины, даже не посмотрели в нашу сторону. Обещали, что они дадут разрешение на Южный поток. В итоге все дали, у всех есть прагматичный подход. И нам надо исходить из этого.